прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты Ия Рамзанабуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Здравствуйте, начнем с главных тем выпуска. Во имя Творца. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию по всей республике. Что раздавали, кто получил? Женщина-чеченка. Есть желание очень много плодотворно отдавать свои знания, накопленный опыт молодым людям, чтобы нам на смену шла достойная молодежь. В Национальной библиотеке состоялся юбилейный вечер Хавы Навразовой о пройденном пути, многогранной научной стезе и новых целях доктора наук в нашем эфире. Глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале заявил, что не понимает тех, кто не видит очевидного. Родину хотят разбить на кусочки, унизить, втоптать в грязь и, в конце концов, испоганить веру и культуру России. Рамзан Кадыров подчеркнул в видеообращении, что отчизну нужно любить не на словах. Я еще раз обращаюсь к кавказцам, да, мы здесь все собрались, да, у нас в Грозном, да, когда, да, нарисовали карикатуру против нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, да. Мы все готовы были выехать, да, туда и воевать, да. Сегодня эти же шайтаны приехали к нам. Всевышний дал нам возможность выехать и уничтожить их, воевать против них, против этих шайтанов и их идеологии, да. И сегодня мы молчим. Сегодня мы говорим, мы не будем воевать за Российскую империю, да, за это, за другого, да. Это болтология, да. У вас иман неполный, да. И посмотрите в зеркало и спросите, да, кто мы такие, да. Мы говорящие, да, верующие или истинные верующие, да. Сегодня верующий человек, любящий, да, себя уважающий, в первую очередь даже себя, да, он не будет сидеть дома. Он сам найдет себе автомат, он сам найдет себе все, что необходимо, да, и пойдет воевать против этих нечисти, против этого сатанизма. Я еще раз призываю вас всех, да, Валлахи, клянусь именем Всевышнего, это большой джихад. Это большой джихад, в который мы все должны участвовать. И мы не остановимся, да. Мы будем убивать их, да, где бы они находились, да. Какая разница, кто им помогает, что Америка, что, да, или Европа, да. Вы вообще о чем вы беспокоены, да. Что у них разве есть, да, столько возможностей, да. Столько сил, средств нет у них, да, закончится, да. Наши предки, когда воевали, да, Великую Отечественную войну, да, у них разве было, да, были все условия, даже кушать нечего было, да. Все равно они выиграли, у них был дух, у них была вера, да. А что мы еще плакать должны, да. Нам не стыдно плакать, да. Если у него автомат есть, хорошо, да. Заберет, да, хороший, да. Отдаст другому, да. Говорят, что дивизия какая-то, десант, да. Ну и хорошо, да. Заберем у них технику, да. Заберем оружие, да. Натовские или немецкие, другие, да. Разные, да, техники будут у нас, да. Ну что, это и война, да. Война это для воина, да. Только должно быть радость, да. Что много-много будет трофеев, да. И много будет, да.
шайтанов, которые ты с удовольствием будешь уничтожать. Так что ждите, да, скоро будет хорошие новости, да. Еще раз желаю, да, нам оставаться людьми и любить свою родину. Я люблю свою родину. А ты любишь? Если любишь, докажи, что ты любишь. Да. Защищая свою родину. Аллаху Акбар, Ахмад Сила. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную акцию добра. По всей республике раздали продовольственную помощь малоимущим семьям. Слово Медине Мударовой. Ярким примером щедрости и помощи служит работа регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Его деятельность охватила все районы республики. Традиционно начинается акция с погрузки. Коробки со всем необходимым загружают в машины и отправляются по адресам. Сага. 70 голов мяса крупного рогатого скота, 7 тысяч мяса птицы и 21 тысяча буханок хлеба. Помощь в таком количестве прибыла на пороге домов жителей Гудермеса и Толстоюрта. Люди искренне благодарят президента фонда Аймани Несиевну и главу республики Рамзана Кадырова. Дал облса, даются догмелячен тира. Царсул мял, чумял мас суадман дюкстор, исара, дал обл, дал Аймани, тук энта, иш мог шмершлюрич. Постоянно луштуар, сар юрехкна ят, дал обл сар дойлхцон харвизандель. Поддержка приходит как никогда кстати. Ее оказали нуждающимся, а также семьям военнослужащих. Не остались в стороне и жители Аргуна. Ahmad Hajantir dona dal sağ dolar. Dal sigway meldagan beershtiye dal qobul sağ doel hatseir визиндел вокунде. Милостыня добралась и до высокогорных районов. Жители Шатойского и Кручалоевского районов неустанно благодарят за поддержку. Без внимания Аймани Несиевны и Рамзана Кадырова не остался никто. Аймани массери са свой Украина борч вен дюзли хыш хас сатьян берзит. Дал qobul sağ doel сандира визиндел. Дал sağ yola Фонд не оставил без поддержки ни одну нуждающуюся семью. От жителей Веденского района звучит множество слов благодарности. Они ценят такую поддержку. Региональный общественный фонд ни на минуту не перестает оказывать помощь нуждающимся. Это далеко не первая и не последняя акция от фонда. С первых дней существования организация помогает населению не только в Чеченской Республике, но и за ее пределами. Ежедневно в адрес президента фонда приходят сотни писем с различными просьбами, и ни одно из них не остается без ответа. Медина Мударова, Резван Насипов, Вести, Чеченская Республика. Вопросы тарифного регулирования в сферах электро- и газоснабжения, а также другие нововведения в данном направлении обсудили на семинаре с участием представителей Федеральной антимонопольной службы. На совещании, прошедшем в Министерстве экономического, территориального развития и торговли региона, присутствовали представители Министерства финансов и управления ФАС по СКФО. В рамках заседания отдельное внимание уделили теме применения законодательства в системе закупок. В связи с введением санкций экономика потерпела изменения, поэтому важно не допустить необоснованных завышений цен и исключить какие-либо факторы, влияющие на платежеспособность граждан. Мы обменяемся опытом по вопросам развития конкуренции, поддержки субъектов малого предпринимательства. И это будет также положено в основу тех дорожных карт, которые утверждены и на территории Чеченской Республики, и в других субъектах Северокавказского федерального округа. Санкционные режимы, они создают дополнительные проблемы экономики, и здесь нужно правильно реагировать. Во-первых, у нас есть механизмы зеркального ответа, например, в тех случаях, когда в отношении наших компаний применяются санкции,
санкции, мы также должны поступать и с компаниями из тех стран, которые эти санкции вводят. Это, в общем-то, решение этому является параллельный импорт, когда мы позволяем, значит, ввозить товары из тех компаний, которые ушли с российского рынка, и не позволяем останавливать их на таможне, да, значит, соответственно, обеспечивая объем товара на внутреннем рынке Российской Федерации. Чеченские производители стали лучшими по стране, завоевав 3 золота и 1 серебро. Агропромышленная выставка «Золотая осень», организатором которой выступило Министерство сельского хозяйства России, состоялась в Москве. Посетило самое яркое аграрное событие года несколько десятков тысяч человек. Что представили предприниматели республики и каковы секреты их продукции в следующем сюжете. Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2022» – самое масштабное аграрное событие, на котором демонстрируются главные достижения отрасли. Компании представили на площадке свою продукцию. Это новейшие образцы техники, всевозможные разработки АПК. Побывал на выставке председатель правительства региона Муслим Хучиев, чтобы на высоком уровне представить субъект. С 2014 года вот в таком объеме мы не были представлены на этой выставке. Это возможность презентоваться республике с точки зрения выпускаемой продукции АПК, наладить взаимовыгодные деловые контакты и пообщаться и с теми ключевыми фигурами, которые принимают решения в области агропромышленного комплекса. В рамках деловой программы состоялись круглые столы, дискуссии, экспертные сессии, посвященные самым разным вопросам, от ветеринарного благополучия до развития экспорта и цифровизации АПК. Ознакомился с чеченской продукцией министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. Как вы знаете, вы под ключом, которым держите эту ситуацию в республике, огромная работа на выпуске АПК, особенно в сфере мелиорации. Это все наше местное производство, лидер. Это чистая продукция, это очень вкусная, халяльная. Халяльная можно всем есть, кстати. Аргунский мясокомбинат. Премьер-министру России Михаилу Мишустину также продемонстрировали главную часть стенда нашей республики. Я посещал Грозный совсем недавно, мы разговаривали с вами, в том числе о планах развития агропромышленного комплекса. Просто радует, что у вас все получается, и рекордные урожаи – это и есть тот результат, к которому мы все стремимся. Новые технологии, новые заводы, инвестиции, которые идут, субсидии, которые представляет правительство, все это должно стать залогом выполнения программы продовольственной безопасности страны. Чечня, как активный участник этого, я думаю, еще и заработает, так сказать, хороший капитал и вернет инвестиции своим инвесторам. По итогам выставки предприятия региона Чеченские минеральные воды и Лидер А, Аргунский мясокомбинат стали триумфаторами, завоевав золото в своих номинациях. А мед индивидуального предпринимателя Адама Цуцугова получил серебряную медаль. Рай для мясоедов. Аргунский комбинат – региональный бренд с более чем полувековой историей. Здесь производится более 50 наименований продукции, начиная от сосисок, заканчивая колбасой самых разных видов. Качество продукции неоднократно отмечалось на разных конкурсах и ярмарках. Очередное подтверждение высокого стандарта стала победа на выставке. Один из видов продукции, колбаса Кавказья, получила золотую медаль. По заслуге она прошла, значит, по качеству, по всем параметрам, значит, она соответствовала тем стандартам, которые должны быть для халяльной продукции высокого качества. Все начинается с охлаждения мяса, так легче отделять его от костей. После обвалки следует жиловка и посол. В основной этап входит измельчение на фарш, добавление специй, формовка и термическая обработка. Процесс производства изделий многоэтапный. В мясокомбинате 4 цеха, на каждом с утра до вечера кипит работа. Задействовано здесь порядка 35 человек. Финальный штрих – упаковка. Здесь товар получает свою эксклюзивную маркировку для идентификации. На всех этапах производства сырье и мясные изделия подвергаются проверке на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Одно только высочайшего качества, соответствующее канонам ислама. А с современным оборудованием и квалифицированными специалистами создавать высококачественный продукт не составляет труда. Периодически обновляется лента продукции, выпуская все новые товары. Если мы считаем, что наша продукция, допустим, прилавка, допустим, довольно-таки устарела, да, мы уже все приходим к мнению тому, что нам надо делать новую продукцию. Конечно, выработка, допустим, создание нового продукта иногда занимает 2-3 дня, иногда, допустим. Иногда получается со второго раза, иногда получается со первого раза.
Это зависит от сложности продуктов. А это уже группа компаний «Лидер А», одно из крупнейших предприятий агропромышленного сектора страны. Золотую медаль завоевал сыр под названием «Российский». именно сыры пробуешь, маситана хажн, уящиксан, кузарниксан, чам больше дикие сонерстига царитер, сыр, та добавки натуральные, юхуш, цены сырью. Помимо кисломолочной продукции производится детское питание, пюре, варенье. Продукты, которые здесь выпускаются, без химикатов. Компания успешно развивается уже 14 лет, а девизом предприятия является «Здоровая продукция, здоровая нация». Кондитерский цех был введен в эксплуатацию в 2015 году. Его мощность позволяет выпускать до 700 килограммов изделий в смену. Благодаря команде опытных сотрудников он радует потребителей продуктами отличного качества и хорошего вкуса. Кондитерский цех – один из вкусных цехов на этом предприятии. Вырабатывает самые вкусные изделия, то есть восточные сладости. У нас в производстве выпускается 30 наименований продукции. Зефир белорозовый, зефир глазированный, восточные сладости мучные, рулетики с начинками, печенье с вареной сгущенкой. Наша продукция ценится из-за того, что она является халяльной продукцией. Из-за того, что мы применяем только натуральные ингредиенты. Еще одну золотую медаль выиграла продукция компании «Чеченские минеральные воды». Это Осиноводская лечебно-столовая и холодный чай. Этот источник, он был впервые обнаружен и начали употреблять эту воду с 1849 года. Вода лечебно-столовая, прекрасная, волшебная, очень хорошая вода. Это абсолютно ничего не добавляет. Она льется самоизливом, мы ее даже не качаем уже много лет, 1,5 столетия уже. Сегодня это высокотехнологичное предприятие, одно из самых современных в России, с полной автоматизацией всех процессов. Здесь эффективно работают системы контроля международных стандартов. Осиноводская минеральная вода близка к французской, относящейся к премиум-классу Перье. Что касается пользы, то в отличие от своих европейских аналогов, в ней больше калия, фторидов и содержится природный йод. Все эти компоненты играют важную роль в каждодневном рационе человека. На сегодняшний день продукцию можно приобрести в различных регионах России и даже в странах ближнего зарубежья. Своей миссией компания считает продвижение идеи здорового образа жизни через предложение натуральных напитков, исключающих использование химических, синтетических красителей, наполнителей и ГМО. А это наш следующий герой. Дом Адама Цуцугова знают далеко за пределами его селения. Потомственный пчеловод следует правилам отца, усовершенствуя их. Сам он по образованию технолог. На выставке его мед подвергся тщательной экспертизе в лаборатории на чистоту, а после его пробовали на вкус. По всем критериям он получил высшую оценку. Для золота Адаму Цуцугова не хватило на этикетке банки надписи о том, что он является индивидуальным предпринимателем. Я стараюсь намного больше собрать в одном меде цветений. Вот те, которые привозят на конкурс в Москву, наверное, там будет хороший меда тоже. Я ничего не говорю. Но лучше нашей там не будет, я знаю. Почему? Потому что у нас все дикорастущее. У нас есть степь, есть у нас в республике. У нас есть чернозем. У нас есть горы, у нас есть альпийские луга. Каждый ящик окрашен в определенный цвет. Это сделано, чтобы пчелы не путали свои дома. У них своя жизнь, в которой каждой отведена определенная роль, а заходить к ним надо в полной экипировке. По признанию пчеловода, так одеваться должны только чужие, хозяина они знают и не трогают. При уходе за пчелами также используется так называемый дымарь, устройство для подкуривания с целью их усмирения. В целом жизнь ульев крайне интересна. У них есть охрана, у них есть разведка, у них есть те пчелы, которые разведывают, где цветет цветение, там, где медонос, а за медом идут уже другие пчелы, которые, они-то не заносят ули, мед не заносят, они заносят ули нектар. А вот этот нектар уже в уле, это как мини-завод. Ули перерабатывается, делается мед из этого нектара.
Каждый год с наступлением весны Адам Цуцуга выезжает в различные места от равнинных до лугов высокогорья. Его умелые руки бережно ухаживают за пчелиными семьями, а трудолюбивые насекомые собирают нектар со всего разнотравья чистой природы Чеченской Республики. Местность мы выбираем в зависимости от цветения. К примеру, начинается май месяце, с марта месяца начинается цвести подснежник, там, верба. А потом начинается в апреле, ближе к маю, главный медосбор, начинает цвести акации. А акации, как мы знаем, в Шалковском районе, на Урском районе, в Бурунах очень много. Вот и кочуем туда. После откачки меда от акации мы перемещаемся уже в сторону гор. Лучшего пчеловода страны живет 250 семей. В среднем он получает в год 3,5 тонны меда. Как признается предприниматель, для него в приоритете качество, а не количество собираемого продукта. Вмешиваться в жизнь пчел ежедневно нельзя. Основная работа проходит летом, когда нужно расширять улья. В сезон сбора проводится контрольная проверка. Если соты запечатаны, пора собирать мед. На протяжении всей истории человечества мед был единственным доступным источником сладкого, до тех пор, пока промышленное производство сахара не стало его вытеснять в XIX веке. В культуре многих народов он имел важное значение. Его использовали и рекомендовали даже древнегреческие целители и врачи. Победы на выставке являются лучшим доказательством профессионализма чеченских производителей и высокого качества их работы. Рамзан Абуев, Сайд Селим Ампукаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Подвели итоги и обозначили новые задачи на заседании коллегии Министерства образования и науки. Совещание в этом году проводится уже в 3-й раз. В участии приняли министр образования и науки Хошбауди Дааев и руководители образовательных учреждений региона. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы и направления, требующие внимания. В частности, они касались антитеррористической защищенности организации, повышения квалификации сотрудников ведомства и результатов мониторинга деятельности школ субъекта. И, конечно же, это вопросы 9 и 11 классов, которые уже в конце этого учебного года должны сдавать и обязательно, единый государственный. Это же, конечно же, отдельная работа по так называемым профильникам, которые выбрали профильную математику и профильные предметы. Это и химия, и биология, и информатика. Для них по субботам и воскресеньям дополнительная бесплатная работа с ведущими экспертами Чеченской Республики будет организована на базе Института развития образования Чеченской Республики. Это, конечно, вопросы у нас 28-29 октября планируется для всех учащихся 9 классов, это порядка 30 тысяч человек, это написать изложение по русскому языку, которое мы планируем проводить не каждый в своей аудитории, в своей школе, а в виде организации неких пунктов сдачи изложений. У нас по республике определено таких 117 пунктов. И это, конечно же, подготовка к сочинению для учащихся 11 классов в начале декабря текущего года. Также сочинение в этом году впервые будет проводиться в том же виде пунктов приема сочинений экзаменов. Мы надеемся таким образом максимально объективно оценить те работы, которые ими будут писаться, и, конечно же, для себя выявить те ключевые проблемы, бороться с которыми и догонять упущенное, которое мы обязаны в течение текущего учебного года. Отметили также отличившихся сотрудников и учащихся образовательных учреждений. Им вручили дипломы и премии. Мы можем бесконечно перечислять и не только мужчин-ученых, но и женщин, добившихся высоких научных степеней и званий. В числе них Хава Навразова, доктор филологических наук, заведующая кафедрой Чеченского педагогического университета. Сегодня вместе с коллегами Хава подвела промежуточные итоги деятельности, а вот каковы они, расскажет Луиза Яхьяева. Авторитетный ученый и талантливый преподаватель, она воспитала не одно поколение филологов, которое, как и сама Хава Навразова, служит образованию. На сегодняшний день Хава Бакуевна – одна из тех, кто вносит свой неоценимый вклад в сохранение, изучение и популяризацию чеченского языка. Образец настоящей чеченки и человека с большой буквы. Именно так они отзываются те, с кем она уже несколько десятков лет преподает в Чеченском государственном педагогическом университете. За годы совместной работы они стали не просто коллегами, а настоящей университетской семьей. Много научных изысканий у нее связанных с чеченским языком. Я вот приведу один факт из ее биографии научной.
В 2005 году, когда в Москве состоялась защита докторской диссертации Хавы Бакуевны, один из членов Диссовета, тоже известный лингвист Яков Тестелец, сказал Хаве Бакуевне следующие слова. «Я преклоняю колени перед народом, который воспитал такого ученого, такого мудрого человека и женщину с большой буквы». Признанный специалист-филолог, автор более 100 научных статей, 2 монографий, 5 научных пособий для студентов и аспирантов. Этой сфере она посвятила большую часть своей жизни. Вот уже 50 лет Хава Навразова работает в системе образования. Ее учеников можно встретить практически в любой школе республики. Они несут знания новым поколениям уже в качестве учителей. Поздравить преподавателя с 70-летним юбилеем собрались студенты Хавы Навразовой. Дерек дала илмехнец ажрылық сдек хёрцотрон, рулық сдек хёрцотрон. Сайда хараниқ дуқ сон хаиет мусалдош. Тахан хохрени датрен иозитерна датрцен цан провошах тухан соёхин соё. Доктор филологических наук Хава Бакуевна готовит кадры в области чеченской филологии. Без языка нет нации. Это известное выражение показывает, насколько значимо то, чему она посвятила жизнь. За ее многочисленные заслуги в преподавании ей было присвоено звание заслуженного учителя Чеченской Республики. Я не ощущаю этого своего возраста, потому что когда ты каждый день в одно и то же время, десятилетиями приходишь в студенческую аудиторию, и там тебя встречают молодые, красивые девушки и ребята, ты пытаешься соответствовать им, быть на их волне, чтобы они понимали, что я тоже душой молода, есть желание очень много плодотворно отдавать свои знания, накопленный опыт молодым людям, чтобы нам на смену шла достойная молодежь. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова собравшиеся вспомнили былое и запланировали на будущее. Собраться здесь спустя еще 10 лет. Отметить уже 80-летний юбилей выдающегося ученого. Луиза Ахяева, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.